только, по-моему, в эфир вошли, да? Ассаламу алейкум, витаю вас. Давайте начнем все сначала. Сегодня 14 июня 2024 года, 16 часов 15 минут по Берлину, 17 часов 15 минут по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим у нас идет на канале YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. С вами я, Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал, сейчас одну минутку, долларовый апокалипсис. Долларовый апокалипсис. ФСБ, Кадыров и валютное подполье Русни. Друзья, с чем я вас всех поздравляю. Курс доллара на территории России достиг максимума за последние годы, наверное, или десятилетия. По некоторым данным, в некоторых обменных пунктах доллар продается от 160 до 180 рублей, а в некоторых достигает от 200 до 250 рублей, друзья. С чем я вас всех поздравляю, конечно же. И давайте об этом и обо всем остальном, что касается наших прав, давайте поговорим. Ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, если вы не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, перехожу к вашим комментариям и к приветствиям. Максим, Ливан, Шамсад, Бергман. Валейк салам, вітаю. Амаджоба, Сакартуело. Вива Ичкерия, Украина, Сакартуело, Грузия. Вива вас цивилизованный мир. Да. Вива весь цивилизованный мир. Долой Российскую империю. Эмин, Эмин, Ливан, Эмин. Найдер миддем веротетен империум Русланд. Дем веротетен. Я. Рихтих, Ливан, Рихтих. Ливан, вы говорите по-немецки, да? Не знал. Вы в Грузии или в Германии? Если это не представляет для вас какой-либо угрозы, вы просто скажите, в Германии вы или нет. Витаю с Беларуси. Живе Беларусь. Витаю вас, Беларусь. Бергман. Цаборзю, о, Бергман, Цаборз. Лом, дук, лом. Так. И давайте тогда, пока вы тут собираетесь, писать комментарии. Бамуту алейкум салам, эд салам, всем свободным людям. Салам Аслан. Я думаю, еще готовится проект блокировать ФРФ и на продажу нефти и газа, и все, кто им помогает. Знаешь, у нас, у чеченцев есть такая пословица, такая поговорка. Если перевести на русский язык, она звучит следующим образом. Дай Бог, чтобы в твой рот тек мед, если дословно перевести. Вот что я тебе скажу. Машволь, так, с шакалом нужно давить. Конечно, какие проблемы. Ну, давайте от генерального штаба послушаем сообщение. Так, за прошедшие сутки. Подождите, я чуть-чуть немножко. Вот оно. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1250 террористов и оккупантов, 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 антиаэркрафт, 22 БПЛА сбито, 1 крылатая ракета сбита, 60 автомобильной техники цистерны, 16 спецтехники. Сегодня урожай спецтехники, я так понимаю. Алейк салам, Нариман. Спецтехника сегодня, или за прошедшие сутки, точнее, горела, видимо, массово. Представьте, сколько бы россияне имели бы денег, если все эти деньги, которые сейчас на вот это вооружение, все это,
сколько пенсий, сколько школ, сколько детских садов они могли бы обеспечить. А сколько бы людей было живо. Представьте, просто невероятно. Это же рабочие места, это же все, что Россия имеет, и все она теряет. Профукала Россия. Как демократическая часть России профукала демократию в начале 90-х, точно так же русские империалисты, мечтая создать великую империю, профукали свою империю. И вот, знаете, очень идеально подходит сказка о золотой рыбке, когда старик ходил к морю, забрасывал невод в море и поймал рыбку золотую. И вот сказала бы рыбка: выполню любые твои желания, 3 желания. Только не убивай меня, отпусти. В итоге получилось, что первое желание совершить геноцид чеченского народа бабка и с дедом приняли такое решение. Второй раз они полезли в Грузию. И вот в третий раз уже дворянкой захотела быть, столбовой или столповой дворянкой. Смешно просто. Захотела быть старуха-дворянкой, а стала старуха обычным путинским чертом. И все потеряла. И опять осталась у разбитого корыта. Как было. А золотая рыбка — это была Америка. Понимаете? А дед — это Патрушев, который пошел. Путин — это бабка. Пошел ловить, закинул невод, поймал Америку. Америка говорит: ну ладно, ты меня отпусти. Ну, короче говоря, будь человеком, говорит рыбка золотая. И я тебя озолочу. И дед говорит: ну ладно, бабке нужно тут удружить. Бежит к бабке. Бабка говорит: давай Чечню загеноцидим, насладимся кровью. В итоге насладился кровью, не хватило, давай еще. Правильно как-то Путин процитировал, помните, про Турцию тогда он сказал, что когда он цитировал строки из Корана и сказал, что когда Бог хочет лишить человека разума, либо с Корана или с Сунны, не знаю, откуда он там выкопал, но я слышал такую фразу, что когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. И все там радовались, так смеялись. А ведь Бог лишил вас разума, КГБ, Путин, Патрушев. Вы уже все, вы уже оторвались от действительности. Вы реально подумали, что вы какие-то великие, я не знаю, правители, великие политические деятели. Увы, ах, увы, ах. Очень жаль, конечно, что вам придется сидеть на скамье подсудимых. Но ничего не поделаешь. Так, я в Грузии, я сам просто написал по-немецки, онлайн перевод. Окей. Я думал, может, ты тут. Я не знаю германский язык, просто нравится. Да, симпатичный Гутен так, либо Путин, черт, Шамсура, что это значит? Мусор, что это значит? Привет все из Израиля, опача. Шалом, Израиль, шалом алейхим, Израиль. Витаю вас. У нас, когда вот эта ситуация была, только когда 7 октября вот этот геноцид, акт геноцида произошел, к нам зашел сюда один еврей, который говорил, что он грозненский еврей. Я так и не понял. Если ты услышишь меня, вернись, куда ты делся, нам тебя не хватает. Залетел как метеор и улетел также. Поэтому мы его больше не видели. Так что, да. Ну, давайте поговорим о долларовом коллапсе, которые долларовый и евро, валютные, основные валюты фашистской
Русне, покинули Русню. И теперь валюта, доллар и евро будут продаваться нелегально, вернее, сперва они будут продаваться в обменниках, и там будет строго регулироваться курс этого доллара. И, соответственно, люди начнут продавать эти доллары нелегально перед обменниками, где-то на вокзалах, ну, как это всегда обычно было. Помните, магазины «Березка» были такие в советское время, когда там продавались там разная электроника, какие-то импортные товары, и вы могли все это приобрести за доллары. И этот магазин делался для иностранцев, что вот в Советском Союзе все у нас хорошо, все имеется. И любой иностранец, если испытывает потребность приобрести какой-нибудь продукт, он мог прийти в магазин в «Березку» и за доллары купить. Но дело в том, что перед этой «Березкой» согласие с директором магазина, конечно же, в доле с директором магазина и, соответственно, с КГБ, потому что это все контролировалось КГБ, была продажа долларов. Тогда, по-моему, курс был, ну, я не помню, рубль 20, что ли, стоил доллар тогда, официально. А реально, ну, я тогда был маленький, я сейчас всех моментов не помню, по-моему, 30 рублей или 6 рублей, вот какая-то вот такая цифра была. Может, я ошибаюсь, так как очень долго живу на этом свете, и могу немножко подзабыть, что было в советском моем юношестве, в моем детстве. Но вот приблизительно ситуация будет следующая. И спекулянты, и мошенники, это ваше время наступает. Дерзайте, зарабатывайте. Да? Его Величество Соединенные Штаты Америки предоставили вам такую возможность. А вы не любите еще Америку. Представьте, это же для вас просто все, что вы желали и мечтали. Как думаете, какой у них сейчас курс? Ну, курс вот сейчас пишут до 250 рублей. От 160, 180 в некоторых обменниках продается до 200-250. Но дело в том, что это не просто торговля, да, живыми деньгами. Это же на фондовой бирже торгуют цифрами, на компьютере все это происходит. А это основные вообще обороты всей вот этой валюты. Валюта как таковая больше в России уже давно, в принципе, мне кажется, не попадает, ну так, такими потоками, как раньше. И в итоге получится так, что будет дефицит. Дефицит доллара, дефицит евро. Будет сложно найти. Соответственно, любая вещь, которая испытывает дефицит, она начинает дорожать. И доллар станет таким дорогой вещью, роскошью, таким шикарным подтверждением вашего статуса, как и, впрочем, айфоны и все остальное. Придется теперь уже хвастаться долларом, доставать эти доллары. У меня есть доллар. Да. И поэтому он может стоить, сейчас он официально, по-моему, 88-90 рублей у них доллар сейчас, как Центробанк говорит. Но при всем при этом в два раза уже подпольно. Это только сейчас произошло. Возможно, немножко подкорректируется сейчас ситуация. Из-за паники, ажиотажа, может быть, сейчас рост идет, потом немножко стабилизируется. Либо пойдет рост и рост, потому что людям все равно нужны деньги. Рубли это фантики. Ничего они из себя не представляют. В любой момент может произойти галопирующая инфляция, как мы помним, в начале 90-х она была, ну тогда она, конечно, была искусственно сделана для того, чтобы обесценить все заводы, фабрики и прибрать их к рукам. Кстати, Ходорковский неплохо на этом погрел руку. Ну как-то так, Посмотрим. Илья Куликов пишет, зачем нам ваш доллар? Да, но он не наш, это американский доллар. Но дело в том, что как-то мне один мой друг рассказывал, что он ехал на машине и стукнулся в Москве, машину стукнул. И вышел и начал договариваться, объяснять. Тогда еще, по-моему, страховок обязательных не было. И он говорит, у меня не было рублей и были только доллары.
И там небольшая там вмятина на бампере была. И я думаю, ну стоит это 50, там 70 долларов. У меня мелочи не было, разменной не было, 100 долларов. Я ему протягиваю, говорю, на, возьми 100 долларов. Тут вообще только полировку стоит сделать и ничего. И тот начал возмущаться. Мне, русскому мужику, американские деньги, да никогда не возьму. Ну, короче, не взял он доллары, и с бампером тоже что-то у них там не сложилось из-за того, что так неуважительно тот отнесся к американскому доллару. Чеченец разозлился, дал ему отворот-поворот и уехал. И все, и остался тот. Вот приблизительно, вот вы так и останетесь. Зачем вам доллар, вы останетесь ни с чем. Зачем? У вас и есть фантики. Зачем вам доллар? У меня только доллары на счету. Да, конечно, в Америке легко тебе говорить. А думаешь, им там легко, думаешь? Они тут страдают. Асан, очень хочу на пенсию. Я думаю, моя пенсия приближается, но хотелось быстрее. Эд, ну, по-моему, тебе рано. Ты вообще крепкий, как бык, и тебе рано идти на пенсию, поэтому у тебя дети маленькие и внуки скоро будут, поэтому ты это самое, не расслабляйся. Ты еще нужен Ичкерии, кстати говоря, не только своей семье. И сейчас твоя семья отключит твой телефон. В Москве за доллары ничего не продают. Да, не продают в Москве за доллары, конечно. Надежда, Аслан Людина, Зарт Арн. Дуже дякую. Свободу Ичкерии. Амин, амин. Какой же ты бессмертный, говорит. Да, я такой. Так получилось. Валейксалам, Руслан. Хумадас, дик адал бухастан. Справедливый человек, все хорошо, валейксалам. Вот тут зашли сейчас рассказывать. Только что купили доллар, там дешево. А не обманывайте, вы лжецы, понимаете? Есть видео, есть уже сообщения в интернете, понимаете, от людей, которые знают непосредственно, непосредственно. Я могу одним звонком проверить это, понимаете? Просто я не звоню в Россию пока. Поэтому не дам вам такой возможности. Здравствуйте, с украинского Херсон. Как думаете, Путин получит Херсон и Запорожье? Здравствуйте, конечно, украинские. Витаю вас, Херсон. Но, знаете, конечно же, Путин не получит ни Херсон, ни Запорожье, ни одной пяди украинской земли он не получит. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Россия будет разорвана в клочья. Просто разорвана в клочья. Хотите, верьте в это, хотите, не верьте. Но, знаете, Путин сделал все, чтобы больше Россия не была угрозой. Понимаете? На черном рынке будет стоить 1000 рублей. Алекс, на черном вот это и есть уже. Черный это от 160-180 в одних обменных пунктах, а в некоторых достигало 200-250. Но это спекулятивные моменты. Но 160-180, я думаю, это уже стабильная цифра, которая, по всей видимости, будет расти. Будет расти. Ну, будем наблюдать просто, мы не знаем. Мы не знаем. Здравствуйте, украинская. Россия или Украина? Брат, говорит Денис Широков. Ну, если брат, то я вам скажу, Россия это очень подлый и вероломный брат. Такого брата, я не знаю, никому врагу не пожелаешь.
А так украинцы с этим в корне не согласны. Ассаламу алейкум. Что скажешь насчет слов Путина о мирных переговорах? Алейкум ассалам. Ну, могу сказать, что у Путина другого выбора нет. Он понимает, что он должен сейчас гнать вот это мясо на войну и сказать этому мясу, что мы будем отступать, сдадим там Херсон, Запорожье, Крым, Луганск, Донецк. Ну, конечно же, это для него смерть. И еще раз, и еще 100 раз я вам повторяю, что Путин, Патрушев и ФСБ убьет каждого россиянина и каждого русского, чтобы вы понимали, что это не только россиянами ограничится, других национальностей. Именно русского, каждого, чтобы прожить хотя бы один день на этой земле. Понимаете? Поэтому для них эта война, она выгодна. Для Путина, для них она выгодна. Да, конечно, было бы хорошо взять Киев, если бы все там и так далее, но остановить войну Путин сейчас не может. Поэтому он выдвигает такие смешные, глупые условия, которые с ним не будут разговаривать. Он рассчитывает, они питают надежды свое население, они сами-то понимают, что уже они влипли. И они рассчитывают, что украинцы выдохнутся, Запад перестанет помогать. Вот сейчас последняя помощь, да, сколько, 60, я в прошлом стриме сказал, по-моему, там, или под 100 миллиардов, да, могу ошибаться, но суммы колоссальные просто, колоссальные. 1 миллиарда украинцам хватило бы 10 лет вести партизанскую войну, если так. Без всех этих технологий, без всех современных оружий и так далее, и так далее. А тут выделяется в 100 раз или в 60 раз больше денег. Поэтому была надежда у плебса, у обычных людей, что Америка не даст деньги. Потому что русская пропаганда говорила, что не даст, надоели, американцы устали, Байден там само сошел с ума. Сейчас Америка развалится, в Техасе там сейчас волнения, там бросаются, там армия бросается. Ну вот все это вы же видели на протяжении вот этого времени последнего. Вот все эти все мантры, они постоянно повторялись изо дня в день. Сейчас, когда уже все понимают, и деньги украинцам дали, вчера с американцами заключили договор о том, что на 10 лет союзный договор с американцами будет, да, понимаете, что это очень серьезно. Это даже, может быть, война продлится еще 10 лет, может быть, я это не знаю. Но скорее всего, она закончится в этом году, в следующем году. И после этого дальше безопасность и мощь Украины будет укрепляться, только лишь укрепляться. Американцы говорят, что на территории Украины нашли там, по-моему, 10 или 12 триллионов долларов там полезных ископаемых. Что и Украина это одна из самых богатых, если не самая богатая страна в Европе. Наша Германия заключила союз с украинцами. У нас прилетал пару дней назад Зеленский. И они заключили, подсчитали, Всемирный торговый банк подсчитал, что около 486 миллиардов, около полутриллиона долларов уже нужно на восстановление Украины. И самое главное, наши немецкие бизнесмены, которые никогда не положат ни одного евро, если они не будут уверены, что они не потеряют этот евро, готовы, уже в очередь выстроились. Это немцы выстроились в очередь. Вы понимаете, насколько они уверены в своих силах. И Германия, которая приняла огромное количество, не знаю, миллион, больше украинцев, которая их интегрирует, которая она впитывает как губка, которая дает им в 4-звездочных отели им предоставляет, питание, все просто необходимо. И сейчас украинец здесь это такой привилегированный человек. Я надеюсь, эту марку они будут держать, хотя здесь есть те, кто ее портят очень сильно. Но в этом плане я полагаю, что наша Германия и наша Украина, моя Украина, потому что я к ней отношусь как к своей Германии и Ичкерии уже, станут долгосрочными европейскими соратниками, партнерами, союзниками и так далее. И Германия станет мощнейшей военной державой в Европе. Вот что будет, понимаете?
И вот и Германия, и Украина, они будут обе мощные европейские военные силы в Европе, причем очень богатые, очень-очень богатые. И все россияне будут себя называть украинцами, татарами, евреями, кем угодно. Главное, чтобы не быть русским. Вот до чего вы дошли. Вы это должны понять и принять. Это факт, который можно отрицать. Ну, очевидно, трудно, конечно, отрицать, но это факт. Салам из Казахстана, всем потомкам крепостных поздравляем с наступающими украинцы. Салам, Аллах, Казахстан. СВО уже возвращается к себе домой на Россию. Да, они уже, вот я вчера у себя в стриме говорил и раньше говорил, они уже русские, именно путинцы, которые на самом верху, они понимают, что моральный дух русских на войне, россиян, он уже никакой. Понимаете, люди сами себе покупают вооружение, сами себе обмундирование, сами себе все необходимое. Медицинское, все необходимое покупают сами на свои деньги, на те зарплаты, которые им платят, понимаете? И нету никакой перспективы. Эти люди не понимают, они обмануты пропагандой. Их просто загнали туда, они даже не знают, куда они идут. Они думают, там какие-то хохлы, их сейчас быстро побьем, там мы там великие русские и так далее. Плюс бабки, которые выделяются большие. Но это все подходит к концу, к логическому завершению всего происходит. И на России, на самом верху, уже готовятся к массовому обвалу фронта и массовой сдаче в плен. И это самые верные русские, ну не будьте же идиотами. Ну такими же идиотами вы же никогда не были, елки-палки. Ну как можно вот так себя дать уже на протяжении скольких лет, вот так на смерть нагло отправлять и абсолютно без пардона. Да, вначале отправляли там пилотов, третье, десятое. Ну все же, все. Когда-то же должны же осознание понять, прийти должно. Ну нельзя же давать себя так много обманывать. Ну да ладно. Рубль деревянный, Рашка. Да, Тарас, совершенно верно. Ну, я смотрю, тут мне хейтеры активно раскручивают. Ну, зачем вы, если вы так, я вам неприятен, зачем вы заходите сюда, пишете? Ну, не пишите, вы же мне только раскручиваете. Вчерашний наш стрим вошел в тренды, понимаете? Это вчерашний стрим, вы раскрутили мне вчерашний стрим, понимаете? Зачем вы это делаете? Ну, мне абсолютно не мешает то, что вы пишете, понятно вам? Вы уже закалили меня, мне плевать-то. Так, Асан, как думаешь, какая команда выиграет сегодня чемпионат Европы по футболу Германия, шотландцы? Я думаю, Германия выиграет. Германия выиграет. Я не знаю, сегодня они играют или нет. Я думаю, выиграет Германия. Салам алейкум, Изадаги. Ва алейкум ассалам. Не пишите, друзья, пожалуйста, не пишите, откуда вы. Не пишите. Не пишите. Ваша безопасность в ваших руках. Привет из Азербайджана. Амин. Привет, привет. Да, в Украине богатые природные ресурсы, особенно Восточная Украина.
Российская империя очень хочет этот регион. Уже все империи гибнут из-за своей татарскости. Долой Российская империя. За свою... Это слово я не могу прочитать. Ясно. Привет с Урала. Урал, не пишите, не говорите, откуда вы, зачем вы себя выдаете. Сегодня в 21 играют. Окей. Асан, за ингушение говоришь, как-никак, мы же братья. Ну, мы как и не как братья, и как не как братья, по-всякому мы братья. Что именно? Я занимаюсь вот нашей общей темой, чеченской темой, и касаюсь ингушей. А так, я не слежу особо, что там происходит. Есть ингушские комментаторы, которые следят за этим, там, что происходит. Так, о чем говорю, когда есть о чем сказать, обязательно говорю. Аслан, ты сын Ельцина. Ну, Ельцина пишется не через И, а через И, Адам. А так, я не сын его, я его отец. Да. Ты за Америку. Я за справедливость. Я за справедливость. Но Америка может мне помочь достичь справедливости. Вы что такие обидчивые? Чего тут так разозлились? Это же не я вам 200-250 рублей, доллар сделал. Что вы на меня обижаетесь? Ну и вообще... Аслан, поздравь хейтеров с днем фрашки. Ян, шалом алейхим. Поздравляю своих хейтеров с дном вашей русни. У вас был 12-го дно русни. Поздравляю вас. Ну и, конечно же, с санкциями на вашу фондовую биржу. Поздравляю. Ну что я могу сделать? Прет вам просто. Просто удача за удачей. Я не знаю. Вот великий стратег оказался этот Путин и ваш Патрушев. Ваше вообще КГБ, конечно, ваши людоеды. И да, успех. Это успех. Молодцы. Так держать. Полный вперед. На дно, Россия. Не отступать и не сдаваться, Дион. До полного дна. Разбейтесь в лепешку об дно, Дион. Ты в Беслане детей убивал, говорит, Мирза. По-моему, тебя надо не Мирза, а Мирзавец назвать, а не Мирза. Нет, я, знаешь, в Беслане детей я не убивал. Ты не поверишь, я вообще детей не убивал. Но я тебе могу рассказать, кто убивал детей в Беслане. И знаешь, это говорю не просто я, а на этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды.
Я тебе расскажу, кто убивал детей в Беслане. А убивали детей в Беслане российская армия, ФСБ, менты и все остальные. Об этом говорят матери заложников, которые там оказались. У них есть такая организация «Матери Беслана». Ты можешь легко найти сайт их. Они там у меня на канале ты найдешь. Они выходят в майках, где с надписью «Путин, палач Беслана». Ну, это субъективное мнение, ты мне скажешь, женщин, которые пострадали, чьи дети были убиты вами, русскими, убиты осетинские дети, которые за вас веками просто стояли на этом Кавказе, и не только на Кавказе. Вот что вы отблагодарили, что вы армянам отблагодарили, что вы осетинам отблагодарили. Так, напоминая вам, да, что произошло. Вы, по идее, должны были больше об осетинских детях, даже чем о своих русских думать детях. Понимаете? Хотя, не знаю, можно ли так это сравнивать, но, по идее, вы должны были делать так, чтобы осетины вами остались довольными. Но вы сделали, убили детей. И есть решение Европейского суда по правам человека, которое утверждает, что Россия стоит. Это решение Европейского суда. Понимаете? И об этом говорят матери. Они точно, их нельзя ни запугать, ни подкупить, ни так далее. Они точно будут называть убийц своих детей. Поэтому зря ты эту тему, мерзавец, поднимаешь. Нету у вас аргумента, знаете, против чеченцев. Ни одного у вас нет аргумента. Ни одного. Любую вашу карту мы бьем. Любую. Любой аргумент просто. Беслан он мне тут предъявляет. А ты знаешь, что школа в Беслане, это была 225-я школа? Ты это знаешь? Это не первая школа была, которая погибла. 186 детей. Всего погибло 42 тысячи детей до этого на территории Чеченской Республики Ичкерия. Убитыми вашими оккупационной армией, бандой ФСБ, там, ментами и так далее, и так далее. Понимаешь? Поэтому это была не первая школа, где вы так, все в шоке находитесь. Конечно, это шокирует. Но до этого было 220, по-моему, 5 школ. Это была 226-я школа, в которой вы по 186 детей, если собрать, убили. 42 тысячи наших чеченских детей вы убили. 42 тысячи, понимаете, до 15 лет. Вы вообще, у вас в приличном обществе, у вас нет слова. Вы должны стать на колени, посыпать пеплом и извиняться по христианской традиции за то, что вы сделали с народом, моим народом. Понимаете? Сидят они мне рассказывают, что там про Беслан и так далее. Вы лучше расскажите, как вы взорвали русских 307 человек в 99 году только в домах своих спящих. Русских, женщин, детей, стариков, ну и дагестанских, буйнакских. Буйнакские, волгодонские, 2 в Москве и в Рязани поймали с поличным ваших ФСБшников. Тех, кто обязаны защищать этих женщин, детей. И вы вероломно, подло пошли топить в крови чеченский народ, вместо того, чтобы идти на Лубянку и Кремль. О чем вы в приличном обществе, русские, россияне в целом, можете нам, чеченцам, что-то предъявлять? Вы своих убиваете, чтобы обвинить в этом нас, и все это знают. Если вы не верите, что, не знаю, кто-то будет отрицать, нет, это, мы этого не делали, ФСБ этого не делала и так далее. Есть Пивоваров у вас такой, да, по-моему, Пивоваров у него, редакция у него есть такой. И вот я долго снимал эти ролики про взрывы домов 99-го. И в конце концов, вот там русские некоторые начали реагировать и тоже начали снимать эти ролики. И вот Пивоваров снял. Вы зайдите под это видео у него там, да, год назад это было, по 2, может быть, назад. И почитайте комментарии, как русские пишут, россияне что там пишут. Все знают. Нету никого, кто возражает, там, сомневается. Ну, там, может быть, кроме троллей.
аргументированно, приводя свои факты, вся Россия об этом знает. Где вы, русские, были тогда? Тогда, может быть, вы не все знали, но ФСБшников же поймали. На НТВ ж показали, понимаете? На НТВ привели жителей дома и ФСБшников. И они издевались над вами, рассказывая, что там был сахар, что запечатанный пакетик показывал вам ФСБшник и говорил: смотрите, это там засекречено все. Что? Теракт Басаева, которым вы обвинили, вы засекретили? Так это первый теракт в вашей истории, который вы засекретили, который вы приписали Басаеву. На 75 лет. Что ж такое это за интересный такой теракт Басаева и Хаттаба, а? Вы должны с себя начать, вы не должны идти в Украину, не должны идти куда-либо, вы с себя начните, зачистите Лубянку, рассекретьте архивы. Они же миллионами нас всех в советское время нас убивали, эти КГБшники. И сейчас то же самое продолжается. Благодаря мужеству Украины, украинскому народу, смогли остановить это зло. Благодаря огромной помощи, невероятной помощи Запада, Америки, которая стала лидером, объединилась, сказала: все, хватит, хватит, мы поставим точку с этой банд-империей. О чем вы вообще говорите? Вы все терпите, понимаете? Вот такая вот, Дион, у вас тема. Давайте дальше почитаем, да? Остан, зачем Путин ноет о переговорах? Нет, он не ноет о переговорах. Я так думаю, Максим, я скажу свое мнение, почему он говорит там переговоры и так далее, и так далее. Он, во-первых, конечно же, он готов на переговоры, он знает, что с ним не будут разговаривать. И то, что сейчас там в Швейцарии, там на G7, там Зеленский мотается по всему миру, везде его принимают, везде поддерживают, и не дадут Украине проиграть, ни при каких обстоятельствах. Да, Алмула, не дай бог. Исключать, конечно, ничего нельзя, но на 99,99 можно сказать, конечно же, что не дадут. И, ну, если Украина чуть не выкинет, потому что там тоже агентуры полно просто. Полнущая просто. 40% КГБ состояло из украинцев. Так, на минуточку. Люстрации в Украине тоже не было, на минуточку. Тоже, чтобы понимали. И мы, чеченцы, победив с одним гранатометом и калашниковым автоматом, стрелковым оружием, практически всем трофейным, мы, победив в бою их, вынудив их покинуть, принудив их к миру, мы оказались наедине с агентурой. Понимаешь, солдаты, это солдаты только во время войны они ценятся. После войны все пытаются от них избавиться. Понимаете? А когда они воюют, здесь сзади, в тылу, вот политические, там, административные места занимают не воины, скажем так, или не совсем воины. И потом вы в итоге войну-то выиграли, а в итоге оказались там же, откуда начинали. Вот я чего боюсь. Но этого, дай бог, не произойдет. Украинцы так-то нормально вычищают. Потихоньку, слабенько, конечно, это сложная задача, но вычищаются потихоньку. Так вот, почему он говорит об этом? Говорит он потому, что знает, что никаких больше с ним разговоров нет. И таким образом он, вот заявление, которое он делает, что там Херсон оставит, Запорожье, там Луганск, Донецк, Крым там, и так далее. Короче говоря, зафиксировать на том, на чем сейчас у них стоит линия фронта. Он это делает для того, чтобы поддержать своих боевиков, своих террористов, сказать им, что я вас не бросаю, все нормально, двигаемся вперед и так далее, и так далее. Ну вот для этого он, я думаю, делает это. Чем дальше, тем сильнее они визжать начнут. Да, да, так и будет. Смотрите, дело дойдет, я не Ванга, конечно, но я немножко могу вам предсказать. Дело дойдет до того, что представители России будут, как Ельцин, в Сенате или где-то там, стоя уже на коленях придется стоять, говорить: Господи, благослови Америку. Однозначно, 100% это произойдет, понимаете? Однозначно.
потому что другого выбора у них нет. И они без зазрения совести это сделают, без зазрения. Просто как пример, сидит КГБшник Киселев и КГБшник Севастьянов. Ну, это вещают для Украины якобы. Ну, вот один из них украинский гражданин. И фактически генерал КГБ, ФСБ Севастьянов, ну, опускает верховного главнокомандующего Путина. Такое было неслыханно, такое было невозможно представить себе. Он говорит, что Путин стоит на коленях перед Си и там с продолжением. Вот смотрите, как сильно, не просто на коленях, опускает, унижает своего президента, которого они как носили его на, как я не знаю, писаную торбу. И вот получается вот такая вот ситуация. Они будут сливать и Путина, и что угодно. Главное для них сохранить систему КГБ СССР. Это большая, она не ограничивается Россией. Ее сети и в Европе здесь есть, и в Германии есть, и, конечно же, в Украине есть. И в Казахстане есть, и везде, и везде, и везде есть. Где не проводилась люстрация, они везде остались у власти. Они остались у власти, и они управляют так же, как управляли в советское время. Как-то так, да. Почему Россия проиграла в первой чеченской? Саша Геймер спрашивает. Ну смотри, во-первых, не чеченская, нет такой войны чеченской. Это русская пропаганда, что это чеченская война. Чеченская, вы хотите таким образом представить, ваша пропаганда, представить, что это гражданская война. Как сейчас в Украине вы пытались это делать, и также все время вы делаете это у нас. Нет, это не чеченская война, это русско-чеченская война, либо античеченская, если вы хотите говорить о ней, для вас это античеченская война. Это первое. Во-вторых, почему она проиграла? Ну, принято говорить, что проиграла, мы, чеченцы, это говорим, что да, Россия проиграла, в определенной степени это так, раз вывела Россия войска. Но Россия схитрила. Вот как сейчас Севастьянов унижает, оскорбляет, опускает Путина, также они опускались и становились на колени перед нами. Им ничего не стыдно, ничего не зазорно. Им говорить, что вы великие воины чеченцы, чтобы потом ударить нам в спину. Так как Запад, весь мир не поддерживал эту войну. В России россияне не поддерживали эту войну. Вот это против чеченцев, первую русско-чеченскую войну. И в итоге получилось так, что выгоднее было вывести войска, оставить чеченцев наедине, определить лидеров, которые выявятся в свободное время. Потому что во время военное время это было сложнее сделать. Нейтрализовать всех этих лидеров. Кого купить, кого убить, кого там скомпрометировать, еще что-то. Стравить. Вчерашние чеченские братья по оружию начали между собой ругаться. К большому сожалению. И Россия сделала вот трюк такой. И я боюсь, Украина, она все то же самое сделает. Если не будет полного поражения, безоговорочного поражения фашистской России, она выкинет этот трюк. И агенты влияния, которые в Украине находятся, они ждут своего часа. Как ждали они до 24 февраля 2022 года, когда заходили туда. И спорный вопрос, кто выиграл в этой войне. По потерям наше население, мы, наши граждане, все и русские, и армяне, и все другие национальности, которые у нас жили, мы потеряли 120-140 тысяч в первой русско-чеченской войне. Первые потери это были наши русские, наши русскоязычные, скажем так, не только русские, жители Грозного. Их уничтожали, русские их уничтожали первыми. Вся республика находилась в руинах. Все заводы, фабрики были разрушены. Раненых, инвалидов было огромное количество. Блокада была полная. Экономическая, политическая,
социальная, хозяйственная, вся просто блокада, которая, возможно, была сделана на чеченцев. Плюс с тюрем собирались черноволосые, там брюнеты разные всякие. К ним прибавлялся человек, либо ингуш, либо чеченец, либо человек немножко хотя бы изъясняющийся на чеченском языке. Создавались банды, которые похищали людей, совершали теракты, совершали провокации. И вот таким вот образом, вот эти послевоенных, ну можно сказать, 2–2,5 года, выкуп заложников, русские создали целый рынок, за что они платили деньги. И таким вот образом втягивали чеченское население вот в этот бизнес, который практически находилось в нищете и голоде. В нищете и фактически в голоде мы находились. Понимаете? Были группы ваххабитов, были группы ичкеристов, были группы традиционалистов, которые были чисто работали на русских. Чисто, вот стопроцентно. Вот они вокруг себя собирали, оболванивали население, и создавался такой хаос, такой бардак создавался, что сложно назвать это победой. Но можно сказать, это была не полная победа в политическом плане, хотя и в политическом это была определенная победа. Но можно сказать однозначно, что наши воины, вот они, да, 100% выиграли. Вот они победили в этом, в Первой русско-чеченской войне. Затем, что дальше произошло, что сделали наши спецслужбы, что сделали наши политики, что сделало наше население, наши граждане нашей страны. Вот с этим есть, и что сделали наши информационные ресурсы, которых фактически не осталось, независимых и работающих на чеченцев. Или либо они глушились, маргинализировались и так далее, и так далее. Поэтому не все так однозначно можно сказать. И война это с перепадами было просто продолжение, в другой форме война была. Как-то так. Тебе не достичь этой победы, говорит. Диана. Только один Аллах знает, что я могу достичь и что достигнет мой народ. Но я тебе скажу, Диана, мой народ находится на пороге своей свободы, на пороге грандиозных изменений. Понимаете? И как бы вы ни хотели, я не знаю, за что вы так нас ненавидите, за что вы так за нас держитесь, ненавидите, боитесь. И при всем при этом держитесь за нас, зубами коренными вцепившись в нас. Не знаю, за что нам такое счастье от вас досталось. Но я могу сказать, что мы вас не хотим. Мы вас презираем. Мы относим как к имперцам, к русским имперцам, как к дохлой скотине. Оставьте нас в покое, пожалуйста. Вы можете нас оставить в покое? Буду вам безмерно благодарен. А если нет, ну горите тогда там, где вы должны находиться, понимаете? Україна желает вам свободы. Дуже дякую. Взаимно. Я с ником я. Как ты относишься к Беларуси? Очень хорошо отношусь. Живе Беларусь. К батьке вашему никак не отношусь, а к белорусам хорошо.
Баркаласан, живи вечно. Георгий К. Машвовель. Интересно, Кадыров тебя слышит? Я не думаю, что Кадыров смотрит мой канал, он про меня ничего не знает. Ты, пожалуйста, не говори ему ничего. Знаешь, Николай, что самое интересное? Что вы, оккупировав нас, убив 30%, 300 тысяч наших граждан за вот эти две последние войны, убив 42 тысячи детей среди этих 300 тысяч, вы ссылаетесь на Кадырова. Вам не стыдно, а? Неужели у вас не нашелся русский Витязь, которым вы могли бы нас пугать? Представьте, вы покорились нам, русские. Представьте, просто задумайтесь, в каком положении вы. Вы ментально, психологически под нами находитесь, под нами, чеченцами. Вы не присылаете мне какого-нибудь русского Ваню, Петю или Васю, которым меня должны запугать, понимаете? Вы меня пугаете кадыровцев. Представьте, вы понимаете, ментально, психологически понимаете, что вам не испугать никаким Васей, Петей или Ваней нас. Вы пугаете нас Кадырова. Так вот, и его мы не боимся. Понимаете? Ой, красавцы, да. Красавцы же есть, да. Так. Ну, вы молодцы, конечно. Строчите и строчите. Ну, вы перестань, дайте мне хоть дух перевести. Это вот бежит ваши эти, бегут ваши эти, как их там, комментарии. Ну, держите себя в руках, держите, все нормально, все хорошо, не волнуйтесь. Это всего лишь Аслан Арцуев, все хорошо, да. Не бойтесь, не бойтесь. Все, в любом случае будет Ичкерия. Хотите вы этого или нет? Так. А сам Путин уже переговоры. Да он давно предлагает, только никому он не интересен. Не боишься, но твоя нога никогда не ступит на землю Чечни, говорит. Ай. С этого дня считай свои дни, говорит. Любава, откуда у тебя столько ненависти? Ты вроде женщина, хотя вряд ли, наверное, обычная имперская самка. Но откуда у тебя столько ненависти, дни мои считать? Я же всего лишь, это же всего лишь слова. Свобода слова, доступ к правдивой информации. Это для вас пустой звук, я понимаю. Но вы не согласны с моим мнением. Ну да, может быть, мы расходимся кардинально во взглядах. Но это же не значит, меня надо за это убивать. Или значит? У вас, значит, убивают за взгляды. А как вы отнесетесь к тому, что если вас будут убивать за взгляды, за ваши слова, за ваше мнение? Как вы к этому отнесетесь? А, Любава? Вот возьмут тебя, пристрелят в подвале, разденут догола, НКВДшники как расстреливали, поставят к стенке и выстрелят тебе в затылок. За то, что, например, не понравилось там какой-нибудь твой комментарий, или, может, твоя квартира приглянулась стукачу КГБшному.
Хотя, наверное, ты сама из этой среды, поэтому... Хотя их тоже расстреливали. Ну, странные вы, конечно. Странные. Кахрим Бокус говорит, капец, сколько много русских фашистов. Да, ну, знаете, мой, когда стрим начинается, они всех свою фабрику троллей отдельно меня направляют. И сейчас им пришли на помощь чеченоговорящие, вот эти русскоговорящие, которые тут пишут. И сейчас подключаются еще тюркоговорящие. Вот уже собрал я здесь прилично вот этих всех деятелей. Ну что ж, вам нужно кормить семьи, а я правозащитник, поэтому зарабатывайте, пишите. Один комментарий 15 рублей вам, говорят, платят. Полный вперед днем. Зарабатывайте. Я приеду тебе в гости именно в Чечню, говорит Армен. Армен, я надеюсь, что в ближайшие годы я буду там, и я буду рад принять армянина в гостях с удовольствием. Главное, чтобы вы не были имперцами, русистами. Всех любим, уважаем. А я знаю, что скоро все с Путиным и Рамзаном кончится. Однозначно. Где такую красивую кепку купили? Мне ее прислали с Америки. Мой друг ее прислал. Кстати, он тут в YouTube есть. Так, мы уже час в эфире, нас смотрит 725 человек. Друзья, еще раз напоминаю, не ставьте лайки, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим, если вы находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. А все остальные давайте активнее пишите. Видите, как эти враги человечности ведут себя. Пожалуйста, Армен, пожалуйста. Привет, Миша, привет. Так, что насчет Зеленского? Как относитесь к этому человеку? Знаете, у меня к Зеленскому много было претензий. Хотя я его с первых дней его президентства поддерживал. Всегда его поддерживал. И это выбор украинского народа. И вообще в это время нужно быть едиными все. Не просто граждане Украины, а мы все должны быть. Ну, забегая вперед, скажу, что я очень хорошо отношусь к Владимиру Зеленскому. Хотя, конечно же, я высказывал претензии за разные его там ошибки, может быть, или за разные его там вещи, которые он говорил или делал. Но позавчера уважаемый президент Украины Владимир Зеленский приехал к нам сюда, в Берлин, в Германию, в Берлин. Я в Гамбурге, а не в Берлине. И выступил в Бундестаге. И он сказал, что российская армия училась, разрушая Грозный, ломая Грузию, там, Молдову, Сирию и так далее, и так далее. То есть все преступления вашей фашистской России и нынешней администрации он разложил в хронологическом порядке. Для меня важно вот это слово. Конечно, я бы хотел, чтобы он сказал, временно оккупированная Чеченская Республика Ичкерия имеет все основания. Но это я скажу. Это наша работа. Мы это говорим и продолжим говорить. Но то, что вот он назвал, когда обсуждается, что сейчас 500 миллиардов долларов нужно на восстановление Украины, что переговоров никаких нет, не будет. Все уже поговорили, решили, никаких больше переговоров с Путиным, с ФСБшниками не будет. И знаете, это меня очень обнадежило, а меня это обрадовало. И я еще большим уважением отношусь к Владимиру Зеленскому. Как-то так, да. Респект, Владимир. Вова, ты лучший. Вот что я могу сказать. И это точно не Путин, если что, да. Это Владимир Александрович.
Человек с ником Чебурашка пишет Чурка. Тут Чурка-Чебурашка ты, я не понял. Ты себе так представился? Ох, как хожу. Или ты про меня это? Смотри, Кадыров услышит, он тебя побьет, да, он заберет в подвал, запытает. Так. А так, вообще, про Зеленского, то, что мы говорим и так далее. Мы живем в свободных странах. Мы свободные люди. Это не короли наши. Мы будем и Зеленского ругать, если нам надо. Не вам в угоду, а когда сами посчитаем нужным. Мы будем Байдена ругать, мы будем Шольца ругать. Любого, понимаете? Мы свободные люди. Но мы не хотим жить в вашем, вот в этом концлагере. Не будем в нем никогда жить, понимаете? Мы свободные люди. Еще раз и еще раз вам говорю. Армия ВСУ уничтожила флот врага на Черном море. Да, Юрий, абсолютно так. Меня зовут Аслан, и вот меня тут спрашивает истинно муслим. Аслан, если РФ нападет на Казахстан, чеченцы пойдут туда с российской стороны? Там нет истинно муслим, нет чеченцев, понимаешь? Там есть россияне. И служивые россияне пойдут туда, куда их отправят. Скажут им идти в Сирию против братьев мусульман, и это джихад, убивать мусульман в Сирии. Они поедут и скажут, да, джихад, делаем же. Они это говорили, они ездили, они убивали, бомбили и так далее. Если им скажут, надо напасть на братскую соседнюю Грузию, там интересы России. Все, без проблем, напали на Грузию, там поучаствовали. Маленькая, правда, группа, грузины нам до сих пор это в нос щелкают этим. Но пойдут, я хочу сказать. Они россияне, они не чеченцы. Это россияне. Куда их пошлют, это служивые. И неважно, россияне, чеченец, это по национальности, бурят или дагестанец, он пойдет. Потому что он раб этой системы. Они спрашивают, что может их спасти. Ян Маназон, я им уже 100 раз говорил, что их может спасти. Рассекречивание архивов, люстрация КГБ, СССР, ФСБ, стать на колени перед всеми, кого они убили, посыпать пеплом голову и попросить пощады и прощения. Да, вот в таком случае это их спасет. В другом случае никаких шансов, Дион. Слава Джахару Дудаеву. Амин, Асан. Амин, амин. Евгений я так понимаю, это сарказм, да? Смотрите, свободного человека показывают по собственной воле, бесплатно снимается. И я не знаю, сарказм это или нет, но я тебе вот скажу, ты абсолютно прав. Я по собственной воле, абсолютно бесплатно, на протяжении уже 9 лет нахожусь здесь, в Европе, занимаюсь проблемой чеченского вопроса, уже плотно, хотя и раньше всегда этим занимался.
Публично уже 5 лет больше сижу вот тут абсолютно бесплатно. Вот мне, может, кто донат пришлет, или же когда у меня была в начале монетизация, это небольшие, очень маленькие, малюсенькие, скажем так, деньги. Все, о чем ты говоришь? Я днем работаю, сажусь в обед, веду стрим, потом опять работаю, потом изучаю весь материал, который здесь есть на русском языке, на этом, на все. Так что мне никто не платит. Абсолютно. Займись братьями-палестинцами. И причем постоянно мне это русские пишут. Вам какое дело, братья? Это ваши братья. Это вы же с Хамасом дружите, вы же им братья. Нам они не братья. Понимаете? Хамас это ваши братья. И вы хотели бы, чтобы я говорил не про чеченские тему, не про украинскую тему, а говорил, что вот надо Хамас поддерживать. Да идите вы вслед за этим Хамасом, понимаете? Бесстыжие просто. С каких пор вы стали защитниками мусульман, русские? У вас совесть вообще есть? Вы же абсолютно аморальные, циничные имперцы. Да? О чем вы говорите? Какие мусульмане? Вы даже вам шахеды, вот он, Иран продавал или дарил вам, я не знаю, обменивал на бусы. Шахеды, вот эти дроны, вы их переименовали, чтобы шахед не называть, потому что шахед для вас, вы представляли 20-30 лет, убивая чеченцев, что это самое страшное, что только может быть. А теперь вы такие стали все за мусульман. Да идете вы знаете куда. Вообще. Ну ладно. Пишите, пишите. Давайте, разгоняйте мне этот стрим. Сегодня мы должны попасть снова в тренды. Давайте, давайте, работаем, работаем. Дело в том, что вновь мои подписавшиеся, или кто меня в первый раз смотрит, я делаю еще раз это объявление. Мой канал запрещен на территории фашистской России, и поэтому только лишь когда я веду стрим, мой канал, он вещается на территории России. После этого вам будет трудно найти, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Нет, лайки не ставьте, кто в России. Не ставьте. Ни лайки, не ставьте. Просто подпишитесь и все. Чтобы потом вы могли найти канал. Почти каждый день я провожу, каждый день, то на чеченском, то на русском стримы. И рассказываю о насущных проблемах, сегодняшних наших делах и так далее. Также 2 раза в неделю на нашем канале у нас постоянный наш гость Аят Идигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, экс-председатель парламента Чеченской Республики, соратник и близкий друг, товарищ Джохара Дудаева. Алла Дудаева у нас выступает, Дават Джохара Дудаева, тоже сопредседатель президиума правительства. Это единственный легитимный орган власти чеченский. И все остальные, это Закаев, все остальные, это симулякры, самозванцы, и они работают не на чеченский народ, а на интересы своего кармана и Кремля. Поэтому всегда заходите, в это время днем бывает у меня здесь стримы, и вечером в 7 по Берлину бывает в субботу, завтра, кстати, будет стрим с Аядом Идиговым. Заходите, участвуйте. Все будет Ичкерия. Интересно, когда тебя закроют, говорит Конс. Конс, ты не понял. Я живу в демократической, свободной стране. Здесь можно говорить все, что тебе вздумается. Понимаешь? Главное, чтобы ты не нарушал закон.
понимаешь? И говорить мнение о Меркель, о Шольце я имею право так же, как говорить про Путина и про там, Кадырова, кто у вас там еще. Поэтому это все, видите, вы до того ущербные, до того отсталые, что вы не можете понять, что закрыть надо. За что закрывать? Убить, да, это по вашей части. Там, это вы специалисты. И то постоянно у вас проколы. Вон Хангашвили убили, пожизненно получил ваш супер-пупер профессионал-убийца Красиков. Получил пожизненно. Ну, вот такие вот. У вас смертников, пока вы, видимо, смертника найти не можете. Да? Вы бы хотели бы выставить меня как врага мусульман, и как бы, чтобы какой-нибудь сумасшедший под видом борьбы за чистоту ислама меня убил. Вот так бы вы хотели, потому что у вас нет духа взять на себя, сказать, да, мы убили, убьем там и так далее. Вам Кадырова на меня натравить, там, какого-нибудь исламиста мне подослать сумасшедшего, который... И, видимо, пока у вас что-то не получается, но я думаю, вы над этим работаете. Я думаю, вы над этим работаете. Но жизнь не принадлежит ни мне, ни вам. Она принадлежит Господу Богу, который дал ее и заберет. Поэтому не волновайтесь. Канал не закроют. Закроют Германия, если пойдет на этот шаг. Я встану и покину эту страну, понимаешь? И переберусь в Лондон, чтобы не так далеко от дома. Или, в конце концов, в Америку. Там у меня много друзей, я тебе скажу, уже появилось. Так что все нормально. За меня не волновайся, все будет хорошо. Арнольд Ротштейн. Я к тебе нормально, Арнольд, отношусь. Никаких проблем. Это твой выбор, делай, что хочешь. Respekt, du bist super. Danke, Dina, danke. Dankeschön. Alex, Katar Housa. Как вы каким боком Украине? Вот этим правым, надежным самым. Армен, а вы в Германии, да? Ich bin einverstanden, damit, was du sagst, 100%. Так всем хочется, чтобы я говорил о чем угодно, главное, чтобы не говорил про русню, про ее преступления в Украине, преступления ее в Ичкерии, вот такие вот. Желаю тебе хорошего, задумайся. Ибрагим Каримов. Асан желает тебе хорошего, задумайся. В смысле, о чем задуматься? Скоро ты будешь кричать Ахмад Силас, говорит. Нет, знаешь, ну, я не буду, конечно, кричать ни Ахмад Силас, ни Хожа Ахмад Силас, но, увы, немножко устарела у вас информация.
Сейчас первое место во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия занял Магомед Даудов. И его отца зовут Хож Ахмед, а не Ахмед. Поэтому, если сейчас вы впишете, говорите Хож Ахмед Силас. Понимаете? Вот что нужно говорить. У вас немножко устарел. Вы чаще смотрите канал реалити. Слушайте Аслана Арцуева и «Голос Америки». И все будет у вас нормально. Да. Ну и в настоящее время тоже посмотрите. В принципе, это одно и то же. Русофоб атаки. Нет, Конст, как бы вы не хотели спрятаться за всеми русскими, у вас ничего не получится. Я не русофоб. Никакой не фоб вообще, понимаете? Я с отвращением и с презрением отношусь к русским империалистам. Как к дохлой скотине, как говорил Джохар Дудаев. Вот так я отношусь. Понимаете? А русским это не имеет никакого, нормальным русским, если такие еще остались у вас там на России, это не имеет ровным счетом никакого отношения. Понимаешь? Я, между прочим, за русских, наших граждан, которых вы убили, в том числе сижу, то есть и за них требую сатисфакции. За русских. Понимаешь? Когда русские, наши грозненские русские не требуют этого. Ваши в России русские не требуют этого. Я, чеченец, прошу за русских, которых вы убили. Десятками тысяч убили. Вот за них я требую сатисфакции, привлечения к ответственности, в том числе за них. А вы меня русофоб, русофоб. Нет, я не русофоб. Я вас слишком хорошо знаю, что вы мне вот эти трюки подкидывали, да, что спрятаться за русских. Это ваша любимая тема, вам за кого-то надо спрятаться. Признайтесь, будьте мужчинами, русские империалисты. Скажите, да, мы русские империалисты, плевали на всех. Ну, как вы делаете? Когда у вас власть, сила, или там, когда у вас не публично, ну, говорите ж так. Говорите теперь открыто, публично. Да, мы русские фашисты, будем вас всех истреблять. Вот это будет хотя бы честно. Людоедские и так далее, как у вас принято, ну хотя бы честно. Не надо прятаться за русскими. Саша спрашивает. Кремлеботы, почем совесть на Раше? Саш, я отвечу, 15 рублей пост. 15 рублей комментарий у них стоит. Вот смотрите, за Россию. Нормальный такой, видите? Это еще вы все не видите, просто не пропускает YouTube. А я тут вижу, вот они пишут. Свастика, все как положено. Вы же боевик в законе, говорит. Нет, почему? Я, во-первых, не вооружен, чтобы быть боевиком. Боевик — это вооруженный бандит. Во-вторых, я не бандит. Я правозащитник и антибандит, я понимаешь? Истинные чеченцы сейчас крошат кадыровцев в Украине. Да. Истинные чеченцы за Украину. А почему тогда Кадыров воюет за Путина? И как это назвать не предательством? Розалия, да, с израильским флагом. Ну, как это не назвать предательством, Розалия, вы мне скажите? Ну, если у нас не нарушена причинно-следственная связь, и мы немножко хотя бы помним, что было вчера, мы можем вспомнить, как Ахмад Кадыров, его папа, призывал к джихаду всю чеченскую молодежь подняться, убивать русских как можно больше. Русских 150 миллионов, нас миллион. Соответственно, каждый чеченец должен убить 150 русских.
Это все говорит джихад, именно религиозная волна. У нас национально-освободительная борьба была. Конечно, это джихад. Мы это называли газоватом. Всегда в истории газват у нас это звучало. Но Ахмад Кадыров нам нес, нас просветил, так сказать, в исламе. Оказывается, мы всего не знали, пока нам КГБшный муфти Ахмад Кадыров не рассказал все. Объявил джихад России, сказал, нужно воевать. Он стоял на площади, выступал, говорил, женщины обязаны просто, их долг не слушаться своих мужей и выйти, если муж не запрещает им выйти на войну. Женщина, это редко у нас в чеченском обществе такие фетвы выносятся. И Ахмад Кадыров выносил такую фетву, так сказать, как религиозный деятель, и призывал, давайте, Масхадов, воюйте, говорил. Масхадов был его близким другом, товарищем, за которого он там лямку тянул, и так далее, и так далее. А потом, увы, что-то произошло. Потом он стал человеком Путина, что он гордится Путиным, а сынок его стал пехотинцем. Как это не предательство? При живом президенте, которого он там защищал от Басаева, от всех там наших недовольных, ну, якобы защищал там, типа, туда-сюда. Как так получилось, что он воткнул нож в спину своему другу? Просто оставим народ весь, оставим всю вот эту геополитику, политику. Как так получилось, что Ахмад Кадыров, путь Ахмада Кадырова это путь предателя, классический путь предателя. И в истории навеки вечные он остался предателем чеченского народа. Как он не предатель, как его не называть предателем? Если он не предатель, то кто тогда предатель? Как-то так, да. Это просто констатация факта, просто стопроцентная констатация факта. И все. Он спас Чечню. Ну ладно, это ваше. Вы, видимо, психически неуравновешенные или не очень развитые люди, раз говорите, спас Чечню. От чего он спас? От чеченцев он спас. Вы знаете, все мечети, которые они там настроили, их кроме них там они ничего не строят. Ни заводов, ни фабрик, ни университетов, ничего нет, понимаете? Только мечети и спортивные залы. Понимаете? Вот что строит нам. Чтобы физически мы были крепкими, как солдаты, и, ну или как убийцы, там наемные какие-нибудь там диверсанты и так далее, и так далее. И наш мозг заслоняется вот КГБшным исламом, который они там понастроили, мечети. Но самое главное в том, что сделалось, сам цинизм, сама подлость, сама жестокость, аморальность русских оккупантов на нашей земле заключается в том, что мечети они строят на массовых захоронениях людей. Понимаете? Чтобы мы не могли их откапывать, чтобы мы не могли проводить экспертизу и так далее. Потому что там нет геноцида, как говорят, там застреленных, там осколочные ранения и так далее, и так далее. Огромное количество мирного населения города Грозного, на котором построена так называемая вот это сердце Чечни мечеть, которую все ходят смотреть. Там большое, и в том числе наших русских жителей, построено, ну, во Вторую войну уже не так много там русских погибло, в основном это уже чеченцы гибли, но там находятся массовые захоронения, понимаете, и это не только в Грозном. По всей республике, где есть массовые захоронения, там строилась мечеть. Представьте, мы это знаем, мы чеченцы это знаем. И 100 лет будет оккупация, 1 000 000 лет будет оккупация. Мы это знаем, и мы своим, вот я это говорю сейчас публично, мы своим детям, внукам об этом рассказываем. Понимаете? О чем вы говорите? Спас Чечню, да? Ну, ничего. И вам объясним. Мы тут спокойненько уже 5 лет объясняем, разъясняем ситуацию. И знаете, судя по нервной реакции ГБшников, мы делаем свою работу качественно.
ты считаешь, что твои братья америкосы украинские фашисты? Ну, во-первых, я не знаю, кто такие америкосы, я знаю, что американцы. Но они не братья мне, к сожалению. У меня есть друзья, но американцы пока меня не замечают. Вот так, в полном смысле. Мой народ, меня-то уже заметили, мой народ не замечает. Украинские фашисты, я так полагаю, ты, наверное, имеешь в виду тех, кто за Россию. Они мне точно не братья. Они мне точно не братья. А обычные украинцы, я чечено-бандеровец, так что обычные украинцы, да, можно сказать, братья, союзники, друзья, можно так сказать, да. Вам заводы Путин мешает строить, говорит, бакит, бакит. Ты мне скажи одно, если твою страну оккупировали, и тебе нельзя ничего строить, тебе ничего нельзя производить, тебе ничего нельзя, ты должен быть только создавать биороботов, солдат, в угоду русской фашистской империи. Какие заводы тебе позволят строить? Ты понимаешь, что ты вообще говоришь? Эта территория полностью оккупирована фашистской Россией. Она тотально под контролем фашистской России. Там строят только то, что говорит Москва строить. Вы что, не понимаете этого, что ли? Коренная, говорит, я на экскурсии была в Чечне, ничего там не построено. Старые хрущевки подлатали, везде портреты Кадырова, отца Кадыра, Путина и все. Саудепия полная. Машины Жигули и Лады все старые. Коренная, абсолютно это так. Абсолютно это так. Нету там Дубая, там... Нет, там есть вот этот пятачок, там где раньше у нас стоял Совмин, гостиница «Кавказ» и президентский дворец. Это все снесли, там построили вот этот памятники, там вот этот погибшим своим вот этим солдатам, ментам. Мечеть, вот это сердце Чечни, так называемое, это место массового захоронения, где вот это они там построили вот это. Кстати говоря, турки выделяли. Турки и русские почему-то очень хотят, чтобы мы стали мусульманами. Было бы хорошо, если бы они сами с собой занялись бы, а не нами тут занимались. Ну почему-то вот турки и русские вот видят нас очень такими набожными людьми. Причем турки это те самые, самая Османская империя, Османский халифат, которые его развалили при помощи там во главе своим Ататюрком. И стали демократами, отделили религию от государства, абсолютно у них все нормально. Живут, как европейский город, вы приедете в Стамбул, там, в Анкару, абсолютно европейский город, ничего нет. А вот нам они постоянно вот навязывают это, навязывают. И у меня закрадывается сомнение, а для чего они это делают? Зачем русские выделяют миллиарды, турки выделяют миллиарды? Чтобы что? Чтобы мы стали, чтобы мы попали в рай, они о нас заботятся. Так, если вы так о нас заботитесь, просто выведите свои войска, и Турция, которая так о нас беспокоится, могла бы признать нашу страну. Она не признала. Ни одна страна нас не признала. Эстония, с которой я большим уважением отношусь, благодаря Джохару Дудаеву там не пролилась кровь. Благодаря Джохару Дудаеву, возможно, много что произошло не только в Эстонии, и даже в соседних республиках. Ни одна страна Балтии нас до сих пор не признала. Украина нас сейчас признала. Ну вот, как-то так все обходится, да, в этом мире. Аслан, тебе Майк Помпео огромный салам передавал. Чарльз Франсис. Майку Помпео еще больше салам. Салам, Майк. Да, Помпео молодец.
Так, друзья, я смотрю, вы выдохлись немножко. Ну, что-то не так. Давайте, давайте, эти хейтеры, не сдавайтесь, не отступайте, продолжайте бороться. Вы должны победить меня, понимаете? Вы должны сделать так, чтобы я перестал вести стрим. А нет, у вас что-то не получается. Как при Гамсахурде Ичкерия была признана? Да, первая нас признала. Сегодня мы объявили о своем суверенитете. На второй день Грузия, наша братская, родная наша Грузия, нас признала. Это было во время правления Зviada Гамсахурдия. Затем, мы знаем, его свергли, он погиб. И все это как бы задвинули так в долгий ящик. Но прошло время, пришел Саакашвили, и Саакашвили, хоть к нему у меня неоднозначное отношение, но нужно признать, что все указы и все решения Зviada Гамсахурдия он признал легитимными, и, соответственно, признает Чеченской Республики Ичкерия тоже. Затем нас признал Афганистан, и вот сейчас нас признала Украина. Ну, отлично. Украина, правда, так как-то подвешенно это еще сделала. Она конкретно не определила, с кем она будет иметь взаимоотношения. И там самозванцы в лице Ахмеда Закаева действуют. Но они не действуют в угоду чеченцев и, соответственно, не действуют в угоду Украины. Поэтому как-то так, да, как-то так. Ну, наш президиум правительства в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, их должны признать. И мы дождемся этого, дождемся. Кем вы работаете? Я председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, город Гамбург, Германия. Также я работаю, физически работаю, на стройке работаю. У меня было охранное агентство. Ну, вот потихонечку так выкручиваемся. Надо же как-то выживать, да. Так. Вчера во время, когда заканчивался у меня стрим, я пытаюсь выключить, и раз, и нажал, и, по-моему, я удалил парня. Я не знаю, если он меня слышит, или передайте ему, а то он, наверное, не понял, почему я его забанил. Сегодня он мне не пишет, и я полагаю, что я его случайно забанил. Я не знаю, как разбанить здесь в ТикТок, как это сделать, но если помните его, то передайте ему, короче говоря, что это было случайно. Наиважнейшее прямотой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Максим Горький. Наиважнейшей приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Да, необъяснимая жестокость. Аслан, лучше забань ботов в чате. Ну, зачем? Пусть будут. Ладно. Пусть будут. А то они подумают, что они нам мешают. Что они какой-то там нам вред наносят. Представьте, они думают, что они могут нам нанести вред. Представьте. Это невозможно.
Так, обязательно передадим, говорит. Он выйдет? Расскажите, что, по вашему мнению, будет с Приднестровьем? Приднестровье и Молдова объединятся в одну страну, в одно государство, и Россия будет оттуда выкинута. В этом можете нисколько не сомневаться. Приднестровье – это одно из самых первых преступлений, еще которое в Советском Союзе началось, при той власти, и оно плавно перетекло уже в так называемую демократическую Россию. Ну и затем атака на нас. За что существует ваша организация? В смысле, за что существует? Мы, единомышленники, абсолютно волонтеры, работаем бесплатно, оказываем услуги абсолютно бесплатно, пишем документы, переводим документы, консультируем абсолютно бесплатно. Деньги нам предлагают, говорят, отблагодарим, поможем. Ничего не берем никогда, ни за бумагу, ни за принтеры, ни за что, никогда. Не берем, подписывает с нами договор об оказании бесплатной, безвозмездной помощи нашей организации. Это нам для отчетности. И вот таким вот образом ведем свою деятельность. Все делается во имя справедливости и его величества господина чеченского народа. Как-то так, да. Салам, салам, Макс, салам. С дагестанцами будете воевать? Вы бы, наверное, хотели бы, русские, чтобы мы переключились там на ингушей, на дагестанцев, там, на всех остальных, на Палестину, на евреев там и всех остальных. Главное, чтобы вас не трогали. Не будем мы воевать с дагестанцами. Ни за что мы не будем. И никогда не воевали мы. Только если там Россия присутствовала и на вашей стороне оказывались те или иные. Поэтому мы найдем общий язык с кавказской нацией, не будем воевать, это наша земля, но это не тот принципиальный вопрос, который сейчас мы будем ставить вперед телеги, как говорится. Все пойдет в соответствии с законом, международным правом, нашими кавказскими законами. Все будет отлично, за нас не переживайте, подумайте о себе, пожалуйста, о себе. Строго думайте о себе. Ассаламу алейкум, Дагестан, братьям чеченцам. Алейкум салам, Дагестан. Не пишите, откуда вы, не говорите, откуда вы, друзья. Ну, я же вам постоянно говорю, здесь сидят люди, которые прописаны у меня на канале, здесь в чате, и все фиксируют. Друзья, ваша безопасность, ваша рука. Конечно, ты только привет передал, но ты определил, откуда ты. Завтра что-нибудь напишешь, и все. Поэтому будьте осторожны, друзья. Будьте осторожны. Предельно. Это очень-очень важно, друзья. Сейчас мы проверим тут кое-что. Сколько мы уже в эфире? Еще 15
Можно минуту. Ну и что же для вас истина? Истина. О, истина — это очень ценная вещь. Евгений Киселев, вот у меня в разделе о канале есть немножко упоминания о том, чем занимается моя правозащитная организация. Я об этом много раз говорил. Если вам интересно, почитайте там. В самом конце на канале YouTube Reality. Там есть «Помогаем беженцам». Карине. Я в книге Аллы Дудаевой читала. Джохар Дудаев по всему Кавказу ездил, просил объединиться всех. Даже в Армении был, но все промолчали. Абсолютно это так, абсолютно. Все посчитали, что им нужно дружить с русней. И вот сегодня, и то же самое касается Украины. Сегодня гибель сегодняшних украинских парней, девушек, женщин, детей – это ущербность, это преступная политика того времени. Понимаете, если сегодня политик что-то делает неправильно, то через 10-20 лет за это платят жизнями граждане этой страны. Поэтому нужно очень внимательно относиться к кому мы выбираем и какие решения они принимают. Кирпич кладешь, Аслан, брат, Аслан, кирпич кладешь, брат. Нет, я работаю на Гирюсте. Гирюст есть. Это строительные леса называются. Знаете, они железные. Это в России или там на русском или по-русски это называется строительные леса. Строительные леса. Вот мы ставим эти строительные леса любой высоты, любой дом, любой корабль, у нас здесь порт есть, там заводы, фабрики, хоть 100 этажей. Мы одеваем страховочные и лезем на самый верх, поднимаем. И я вам скажу, физически это в моем возрасте это уже, да, непросто, скажем так, да. Но ничего, справляемся. Мы еще пока можем, Деон.
Так. Шалам алейхим всем свободным людям. Ашволь остав, все будет Ичкерия, слава ЗСУ. Шалом, шалом. Героям слава. Я сам чеченец, пишет здесь подхолопный. И не то, что люблю русских, но говорить про плохую Россию с флагом США, то еще лицемерие, говорит. Этот человек немножко заблудился. Он, находясь в России, он вынужден вот, лизать пятки. Ну зачем ему лизать, заходя сюда и обозначаясь? Либо это подхолопный, либо это сам холоп, притворяющийся чеченцем. Но я тебе скажу одно. Ты мог бы не лизать эту пятку, откровенно, если ты чеченец. Просто не то, что ты не любишь русских. Не надо так к русским относиться. Русские есть разные, как любой национальности. Надо относиться к имперской России и конкретным империалистам. Это плохо. Лицемерие, у тебя лицемерие. Потому что ты, находясь в России, среди русских, не любишь их. И плюс еще, это так кадыровцы обычно себя ведут. Улыбаются русским, да, ненавидят и русских, и нас за то, что им приходится по приказу русских нас убивать. Вот и такой же, короче, получается. Жаль, конечно, что среди нас, чеченцев, оказалось, есть такая когорта отщепенцев. Но я думаю, наша работа, информационная работа и затем уже признание Соединенными Штатами Чеченской Республики Ичкерия все изменит. Ну и, конечно же, суровые наказания преступникам, совершившим предательство своего народа и бывшими пособниками геноцида и военных преступлений, совершенных фашистской российской армией на территории нашей страны. Наверное, вас нужно будет вычищать метлой. Ну ладно. Нормально сегодня, короче, вы тут постарались. Я так полагаю, около 1000 сегодня людей подписалось. Я вас всех, или там, может, человек 700 подписалось. И, друзья, я вас всех приветствую. На этом канале вы услышите только правду и ничего, кроме правды. И завтра я вас всех в 19 часов по Берлину, в 18 часов, 19, в 20 часов по городу Джохару. Я вас жду на этом же канале, где сопредседатель президиума правительства Аят Идигов и Алла Дудаева, Дава Дудаева Джохара, смогут ответить, если Алла будет, то и она смогут ответить на ваши вопросы и принять участие в нашем общем деле. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Давайте все вместе. Слава Украине! Все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Адикёль маш оль. Всего хорошего, друзья. До свидания.